Вмешательство в природу – главная угроза для Земли и будущих поколений людей. Представьте, что в Кыргызстане исчезли почти все ледники, нет воды, с прилавков пропали фрукты, овощи и даже хлеб. Опустили ГЭС и электричества тоже нет, стало темно. Высохли Джайлоо, леса и поля, умирают дикие и домашние животные. В стране регулярно случаются оползни, наводнения, сели. Правда, это выглядит как начало жуткого фильма, но нет, это вполне реальный сценарий того, что нас ждет в ближайшие 50-70 лет. И все это связано с глобальным изменением климата. Ученые межправительственной группы по изменению климата МГИЭК IPCC сделали подробный отчет о состоянии окружающей среды на основании самых современных научных данных. Их прогнозы для Земли неутешительные. Антропогенный фактор привел к масштабным выбросам в атмосферу парниковых газов, в частности углерода. С конца индустриальной эпохи концентрация углекислого газа в атмосфере Земли выросла на 45%. Это связано в числе первых с использованием угля и сжиганием других видов топлива. Купол, образованный над Землей, спровоцировал нагревание планеты по крайней мере на 1,1 градуса. При повышении температуры до 1,5 градусов уровень мирового океана поднимется на 2-3 метра. Если не сократить выбросы углерода до минимума, Землю ждут необратимые последствия – цунами, наводнения и пожары, болезни, голод, нехватка воды. Все это может уничтожить планету за какие-то пару сотен лет. Это привело к повышению уровня мирового океана, закислению его верхнего слоя и его нагрев, а объем ледников сократился на 15%. В Центральной Азии и Кыргызстана за 30 лет последняя температура повысилась на полградуса. Если не принять срочных мер, к середине столетия мы перейдем барьер повышения температуры в 1,5 градуса. Глобальное изменение климата ведет к таянию ледников. Этот процесс уже начался. Если не принять срочных мер, к 2100 году мы можем потерять до 80%. Если говорить о Кыргызстане, здесь около 10 тысяч ледников. Их потеря ведет к засухам, исчезновению Джайлоо. 66% населения Кыргызстана проживает в сельской местности. Каждое домохозяйство имеет скот. И они зависят от природных ресурсов, особенно от пастбищ. Мы должны помочь этим пастбищам самовосстанавливаться. На страновом уровне мы должны думать о снижении выбросов парниковых газов. На локальном уровне мы должны думать о снижении нагрузки на пастбища. Вот тогда мы достигнем того, что пастбища будут давать больше экосистемных услуг, которые именно нужны для человека. Страдают и леса. Нехватка влаги не дает подняться молодой поросли, а крупные деревья вырубают, чтобы пустить на дрова. Убагы менен жаан чачым болбой, ошол жаш көчөттөрдүн өспөй, өнбөй куурап калуусу көбөйүп атат ушул учурдачы. Көп жерде токойлордун кыркылышы тескери таасирин тийгизип атканы маалым. Климаттын өз калыбында болушуна токойдун ролу абдан зор. Себеби дегенде бул углекислый газ жанагы зыяндуу заттардын баарын өзүнө соруп алып, кайра кислородду бөлүп чыгарып, абаны тазалайт да, эң негизгиси. Отчет МГИЭК 2021 – это колоссальный труд тысяч ученых из 195 стран мира. Они выявили, что ситуацию можно улучшить, сократив в разы выбросы углерода в атмосферу. Но даже при этом сценарии экосистемы будут восстанавливаться сотни лет. Начинать нужно уже сегодня. Негативные изменения мы можем замедлить, немедленно и резко сократив выбросы углекислого газа. Начать использовать солнечную и другие более экологичные виды энергии. Сократить использование личного авто, утилизировать отходы и использовать вторсырье. Только таким образом каждый из нас сможет внести свой вклад в сдерживание изменения климата и сокращение нагрузки на экосистему. Об этом говорят мировые лидеры, об этом кричит планета. Об этом 6-й отчет ученых МГИЭК. Не допустить гибели Земли – главная задача каждого из нас.